На этой неделе Сосногорск стал местом встречи юных туристов и краеведов из нескольких районов нашего региона. 17 августа в стенах Дома детского творчества состоялась республиканская краеведческая конференция, прошедшая в рамках экспедиции «Путешествие к географическому центру Республики Коми». Участники форума представили свои муниципалитеты, подробно остановившись на тех достоинствах своей малой родины, которые были бы интересны любителям этнографического туризма. В каждом районе есть своя особенность, потому что у нас территория очень большая, и вот мы попробуем послушать. Ну и кроме того, я расскажу о том, что вообще о знаковой точке Республики Коми. То есть это природные, техногенные, какие-то исторические памятники, которые есть и которые необходимо узнавать и вполне доступно. То есть не надо куда-то ехать на территории Республики Коми. Этот день стал насыщенным для гостей Сосногорска. Юные краеведы познакомились с городскими достопримечательностями в ходе большой обзорной экскурсии, а также приняли участие в соревнованиях по ориентированию. Кроме того, были отмечены участники конкурса эскизов знака, установленного в географическом центре Республики Коми. Всего было представлено 13 работ. Эскизы были разные, но, пожалуй, наверное, всех их объединяло одно. Это было видно, это чувствовалось. Это любовь к родному краю и, конечно же, желание оставить свой творческий след в истории нашей республики. На следующий день рядом с поселком Вис состоялось торжественное открытие знака «Географический центр Коми». Временный знак установили еще в мае. Инициатором выступил бывший руководитель Сосногорского туристического центра «Вымпел», а ныне педагог Республиканского центра детей и молодежи Вячеслав Камашев. Впервые о том, что центр региона расположен в нашем районе, в 1996 году сосногорским туристам рассказали их сыктывкарские коллеги. Спустя 11 лет на кафедру географии Коми Государственного педагогического института был отправлен официальный запрос о получении координат. Профессор с кафедры географии Шумилов посчитал в 2007 году. Администрация управления образования написала письмо, официально сделала запрос и был официальный ответ. В этом же году члены турцентра установили первый временный знак, однако позже его решили перенести из-за пролегающего поблизости газопровода. Туристы не смогли бы посещать достопримечательность, а в этом была главная идея Вячеслава Алексеевича. Сейчас удаленность знака от фактического центра региона составляет 16 километров. С открытием не закончится. То есть мы будем ходить в экспедиции, хотим сделать природную тропу. С тем, чтобы познать не только вот это увидеть, но еще что-то окружающее природные условия. То есть это тоже будет входить. А для меня это важно то, что все-таки то, что мы начинали с 2007 года, именно турцентр «Вымпел», в конце концов реализовывается. Гостями торжественного открытия стали участники туристско-краеведческой экспедиции, школьники со всего региона. 7 команд районов, около 50 человек. Практически все ребята – активисты. Например, Анастасия Остапова пишет исследовательские работы по краеведению и участвует с ними в различных конференциях, от школьных до всероссийских. На многое, что я обращаю внимание, там достопримечательности или стараюсь как-то запоминать историю. То же самое Ухты или Сосногорска. Много можно узнать нового о своей республике. И тем более такое значимое событие вообще в этом году. И я очень рада, что смогла сюда попасть. Рядом со знаком установили столб с табличками, на которых указано расстояние до райцентров. На открытии присутствовали представители Коми-отделения Русского географического общества. Они заинтересовались проектом Вячеслава Камашева и помогли получить грант на проведение экспедиции. Это прежде всего большой вклад в развитие туристической деятельности, популяризации родного края. Самые основные, эти посылы всегда. То есть сделать более привлекательным наш край, Республику Коми, чтобы к нам приезжали, было что посмотреть. Потом это тоже вклад в воспитание детей. В открытии знака принял участие глава Сосногорского района Сергей Дегтяренко. Мы думаем, что это действительно послужит таким неким витком развития и туристического бизнеса и в нашем районе, и в целом Республики Коми, и станет неким центром притяжения краеведов, историков и, естественно, таким поводом для новых каких-то открытий. Глава муниципалитета также поблагодарил партнеров мероприятия, Республиканский центр детей и молодежи и региональное отделение Русского географического общества и выразил уверенность в дальнейшем сотрудничестве.
В завершении мероприятия присутствующим вручили грамоты и памятные подарки. Экспедиция была приурочена ко Дню географа и столетию Республики Коми. Из Сосногорского района Полина Бастракова, Андрей Калиничев, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. В Сосногорском филиале Республиканской общественной приемной главы Коми провели прямую линию по подготовке к новому учебному году. На вопросы отвечала начальник управления образования Надежда Седнева. Летом в школах района провели текущий ремонт, в некоторых учреждениях капитальный. В школе номер 1 поселка Нижнего Одесса завершается уже ремонт одного корпуса кровли здания. Этого мы давно очень ждали. Планируется еще 2 образовательные организации охватить ремонтом капитальной кровли. На сегодняшний день проведены ремонтные работы по замене окон в школе номер 3 города Сосногорска. Целых 5 классов начального звена. Полностью ремонтные работы завершены. В этом году благодаря программе «Народный бюджет» появилась спортивная площадка в детском саду номер 10. Заменили окна в 5-й школе. Работа почти окончена. Также на территории Сосногорского района продолжается реализация национального проекта образования. Откроются новые учебные центры «Точка роста». В этом году свои двери «Точки роста» откроют в кадетской школе, в школе номер 3 города Сосногорска и во 2-й Нижнеодесской школе. Это будет, естественно, научная направленность, немного другая, нежели в предыдущих «Точках роста». А также в рамках цифровой образовательной среды, это региональный проект национального проекта образования, мы ожидаем поставку нового компьютерного оборудования. Сосногорцев волнует вопрос, нужно ли будет школьникам проходить вакцинацию от коронавируса для допуска к занятиям. Надежда Седнева отметила, что прививаться разрешено только с 18 лет. Соответственно, сертификата вакцинации учащимся не потребуется. Что касается ограничений в связи с пандемией, ситуация пока остается такой же, как в конце прошлого учебного года. Это будет и утренний фильтр детей, это будет и отдельный вход организован. Соответственно, вся необходимые бактерицидные установки будут установлены на входе в образовательную организацию, ну и повышенные меры безопасности для персонала. Естественно, мы проводим дополнительную работу по организации вакцинации наших сотрудников. Позвонившие на прямую линию интересовались обеспечением безопасности в школах и детских садах. Начальник управления образования сообщила, что в учреждениях продолжится укрепление мер антитеррористической безопасности. Модернизируем систему пожарной безопасности, модернизируем систему видеонаблюдения, увеличим количество камер, охват территории, который будет просматриваться в образовательной организации. Мы планируем установку электромагнитных замков, видеофонов, домофонов в детских садах. Соответственно, увеличиваем количество мероприятий, которые мы проводили и раньше. Полина Бастракова, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. Уже скоро в Сосногорске будут благоустроены еще 2 общественные территории. Одна из них расположена в железнодорожной части города, за Домом детского творчества. Здесь появятся 2 площадки для детей младшего и старшего возрастов. Участие в работах принимают не только подрядные организации, но и сосногорские волонтеры. Так, в минувшие выходные активисты отряда «Север» провели на территории будущей зоны отдыха «Субботник», участие в котором приняли взрослые и юные горожане. Сегодня мы убираем крупные ветки, камни. Получается, ребята переносят все в одну общую кучу, чтобы потом это было легко вывезено отсюда. В дальнейшем я знаю, что будет засыпаться песком и будет здесь площадка. Стоит отметить, что в мероприятиях по благоустройству члены волонтерской организации участвуют не впервые. В мае этого года они присоединились к общегородскому субботнику, внеся свой вклад в уборку от мусора железнодорожной части Сосногорска. Считаем важным научить нашу молодежь любить то место, в котором живешь, заботиться о экологической составляющей, заботиться о чистоте города. Мы считаем, что у нас есть достаточно ресурсов, чтобы сегодня участвовать в жизни города активно, облагораживать какие-то территории, а также помогать нуждающимся людям. Почему это важно? Ну, вообще любая волонтерская работа – это классно, потому что, тем более, уборка территории. Я считаю, что каждый человек должен это делать, потому что если ты хочешь чистый город, чистую природу, то, в принципе, заботишься о ней.
Уже скоро работы по благоустройству территории за Домом детского творчества будут завершены. Напомним, вторым объектом, попавшим в этом году в проект формирования комфортной городской среды, стал сквер памяти жертв политических репрессий в промышленной части Сосногорска. Здесь в ближайшее время также установят детскую площадку и отреставрируют памятный знак. Андрей Калиничев, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск.